В истории 22 июня не просто день памяти и скорби. Это рубеж, разделивший жизнь человечества на до и после, на мирное существование и на 1418 дней и ночей, опаленных войной и навсегда изменивших судьбу советского народа. Мы, как говорится, дети войны уже. В подростковом возрасте нас застал как раз в 1941 году. Это прекрасный такой солнечный день был. Ну, я как подсобник пошел там работать, дорогу строили. Вот это сейчас как раз Уфимская дорога называется, центральная, на Заркинском участке там. Ну, и в то время радио не было, телефон-то не работал. И вдруг, значит, я вижу, там начали работать где-то часиков в 11 там, что ли, уже среди белого дня верхом, значит, скачет один мужик там, значит, по этой трассе, ну и машет руками, шапку там, кепкой, как говорится, и война началась, война. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом наших воинов, павших на полях сражений и умерших от ран. Вспоминаем о тех, кто был замучен в концлагерях и фашистских застенках, погиб от голода и бомбежек. Мы знаем о тех, кто ковал победу в тылу, миллионы тружеников, стойко переносивших тяготы военного времени. Горечь утрат не имеет срока давности. В исторической памяти народа эта война навсегда останется бесконечной болью. Но с первого дня войны каждый твердо знал, что наше дело правое и враг будет повержен. Так и произошло. Мы склоняем голову перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и героизм. Отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. В этот день началась самая страшная кровопролитная война в истории человечества, в огне которой погибли миллионы, десятки миллионов наших сограждан. Сегодня мы вспоминаем погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пропавших без вести, замученных в фашистских застенках. Наши деды и прадеды одержали самую большую победу в истории всего мира и искренне верили в то, что победили фашизм. По традиции, в годовщину начала Великой Отечественной войны участники траурного митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Поклонимся великим тем годам, тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья. Сегодня каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в нее, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон вторит. Никто не забыт, ничто не забыто. Прошли десятки лет с того рокового утра 22 июня 41-го, а наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам войны. Возвращается, потому что война была не только бедой, опалившим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и нравственное величие советского народа. Евдокия Титаренко, Игуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.